Поломанные плафоны фонарных столбов и разбитые лампы в городском сквере. Так звучала одна из жалоб жителя Малгобека. Речь идет о сквере воинской славы в самом центре города. Действительно, такая картина предстала и перед нами. Столбы освещения стоят ровно по периметру объекта, а вот верхушки конструкции в лучшем случае свисают, а в худшем отсутствуют. Администрация города объясняет это следующим образом. Были замечены факты вандализма. 2-3 года мы эти столбы содержали в надлежащем состоянии. Потом было принято решение установить дополнительно на территории сквера оцинкованные металлические опорные столбы высотой 6 метров. И вот эти вот со старыми столбами мы приняли решение, что будем их демонтировать. Сроки какие? Сроки, то есть по срокам планировалось и в этом году их демонтировать, но практически 2-3 месяца с этими столбами мы разберемся. Во всем остальном претензий к скверу, а вернее его состоянию, и быть не может. Зеленые насаждения, чистые памятники и дорожки. А в центре новый фонтан. Ухоженная зона отдыха притягивает жителей города. Вечером здесь гуляют семьями. И даже в почти 40-градусную жару сквер не пустует. Каждый вечер же с семьей постоянно чисто бывает, аккуратно бывает. Вот моменты это вот и лавочки и биры, и дохкады, туслу, и фонари разбивают вот эти. И моменты же, а так все чисто, опрятно, постоянно все нормально бывает. Вопросы здесь возникают больше не к уходу за сквером, а за тем, как некоторые горожане к нему относятся. Практически у каждой скамейки есть мусорные урны, но многие предпочитают бросать отходы мимо них. Касается это и родителей детей, которые так и норовят окунуться в фонтан, который для купания не предназначен. Мобарж гетто цигар каста ал дорста цуфантан чудуж дол биржди бирж дейш лорди ал ани ал ток чила миз ток ти хамполи тон бехт мхолитсна хач бяка на шей бааж генлигш хамаж ацкуш яплофон ютуют шей бяга дацабах лорсу. Другая жалоба касалась канализационного коллектора. В эфире прозвучало недовольство отсутствия повсеместно люков на колодцах по улице Базоркина. По факту эта информация действительно лишь частична. На всей улице один такой случай. Его к нашему приезду начали устранять. Сегодня мы силами водоканала, у нас есть такое «Золотой улей» называется, именно организация, которая занимается именно канализацией. И мы решили этот вопрос сегодня конкретно закрыть. Как видите, все службы приехали сегодня, колодец в данный момент очищен. И вот сейчас, с минуты на минуту, должны привести люк, когда мы закроем этот колодец. И я думаю, что этот вопрос будет снят с повестки дня. Еще одна жалоба по этой же улице. Видимо, неизвестный заявитель живет здесь неподалеку. Особенно по Базоркиной улице. Все эти электролинии находятся на балансе нашей Малгобекской энергосетей. Но обрезку, саму обрезку, в принципе, должен производить там администрация должна производить. Службы есть, службы работают в городе. Но здесь такая ситуация, то что просто на самом деле службы, которые занимаются обрезкой деревьев, не могут это сделать, потому что аварийная ситуация может возникнуть, связанная с током. И поэтому у нас есть договоренность с энергосетью, что они приедут свои специалисты, администрация своих специалистов. И я думаю, что в ближайшее время мы устраним эту проблему. А вот комментарий по качеству въездной дороги в Малгобек со стороны Кабардино-Балкарской республики вызывает сомнения. Да, артерия не первого года укладки, но и не убитая, как говорил обратившийся. Несколько лет тому назад здесь был проведен ремонт. Вот как вы видите, дорога в принципе находится в нормальном состоянии, за редким исключением, где прорывали трубопровод, делали, где-то залатано. А так дорога, я думаю, что она находится в этом состоянии. И естественно, у нас автодора нашего Ингушетии очень много работы, если придет время, и дойдут руки до этого. Так что я не думаю, что здесь необходим сегодня какой-то ремонт.
Не соответствует действительности, по крайней мере, на момент нашего визита и плохое состояние памятников Владимиру Этушу. Известный на весь мир актер советского и российского кино принимал участие в обороне Малгобека. И как минимум было бы некрасиво не следить за памятником этой выдающейся личности. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Магаз 24.